Я слышу глухой стон за дверью комнаты сына, и ледяной ужас сковывает меня. Голос чужого мужчины, властный и холодный, произносит: «Мы будем продолжать, пока ты не поймешь». Рука сама тянется к дверной ручке, и я знаю, что за этой дверью рушится не только мир моего сына, но и вся моя жизнь. Меня зовут Сергей Николаевич. Мне 57 лет, и всю свою сознательную жизнь я проработал техником по обслуживанию телекоммуникационного оборудования на окраине нашего областного центра. Я не герой романа и не персонаж кинофильма. Моя жизнь всегда была простой, как прямой медный кабель. Дом, работа, семья. Встаю каждое утро в 5:30, готовлю себе крепкий черный чай без сахара и проверяю инструменты. Эта рутина дает мне чувство опоры, чувство, что я контролирую хоть что-то в этом мире. Моя жена Анна всегда говорила, что я человек скучных привычек. Наверное, она была права. Но в то утро, с которого все началось, привычный уклад дал первую трещину. Я стоял на кухне в своем потертом синем рабочем комбинезоне и заметил, что Миша, мой 14-летний сын, не спустился завтракать. «Миша, в школу опоздаешь!» — крикнул я, помешивая на сковороде яичницу-глазунью, которую он так любил. Ответа не последовало. Только тишина, которая в последнее время стала слишком частым гостем в нашем доме. Она была плотной, тяжелой, как влажный туман. Я поднялся по скрипучей лестнице на 2-й этаж и тихонько постучал в его дверь. «Сынок, ты проснулся?» Дверь медленно отворилась. Миша стоял на пороге бледный, с темными кругами под глазами, которые делали его лицо похожим на трагическую маску. Его взгляд скользнул мимо меня в пустоту коридора. «Я плохо себя чувствую, пап. Живот болит». Я внимательно посмотрел на него. Это был уже 3-й раз за неделю. 3-й раз он находил причину не идти в школу. Когда-то Миша был мальчишкой-солнцем. Он обожал биологию, часами мог просиживать в саду с дедушкиным микроскопом, разглядывая муравьев и крылышки бабочек. Он взахлеб рассказывал, что когда вырастет, станет ученым и будет спасать редких животных. Его комната была заставлена книгами о природе, а на стенах висели плакаты с изображением амурских тигров. Теперь же он почти не говорил. Его голос стал тихим, механическим, как у робота с севшей батарейкой. «В школе что-то случилось, сын? Тебя кто-то обижает?» — спросил я, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно мягче. «Нет, пап, просто нехорошо мне». Его ответ был таким же безжизненным. Он напомнил мне старые телефонные линии, в которых пропадает сигнал. Вроде бы связь есть, но слов уже не разобрать. «Хорошо, отдыхай сегодня. Я поговорю с мамой». Спускаясь по лестнице, я застал Анну в гостиной. Она была, как всегда, безупречна. Идеальная укладка, строгий домашний костюм, прямая, как струна, спина. Иногда мне казалось, что моя жена боится, что если она хоть на секунду расслабится, то рассыплется на мелкие кусочки. «Миша сегодня не пойдет в школу», — сообщил я. Говорит, живот болит. «Опять». Ее голос мгновенно стал жестким, как замерзшая земля. Этот мальчик ищет любые предлоги. Его успеваемость падает. Мне вчера звонила классная руководительница Елена Викторовна. Говорит, он стал рассеянным, витает в облаках на уроках. Может, нам стоит показать его врачу? В последнее время он сам не свой.
Ему нужна дисциплина, Сергей, а не врачи. Это ты виноват, что он растет таким слабым. Вечно ты его жалеешь и потакаешь его капризом. Я не стал отвечать сразу. Такие упреки стали привычным фоном нашей жизни. По мнению Анны, все, что было связано с недостатками Миши, моя вина. Слишком чувствительный, слишком мечтательный, слишком не похожий на того, кого она хотела видеть своим сыном. «Кстати, о дисциплине», — продолжил я, стараясь сохранять спокойствие. «Я заметил, вы подолгу засиживаетесь у него в комнате по вечерам. Эти ваши занятия, не слишком ли они затягиваются?» Анна заметно напряглась. Каждая мышца на ее лице застыла. Интеллектуальное и духовное развитие так же важно, как и школьное образование. Если ты не хочешь в этом участвовать, то хотя бы не мешай. Мише нужна структура. Он должен понимать свою ответственность перед семьей и перед своим будущим. Но он выглядит напуганным, Анна. Он плохо спит, почти не ест. «Ты, как всегда, преувеличиваешь», — отрезала она. «Я опаздываю на работу. И чтобы завтра он был в школе, иначе будут последствия». Дверь за ней захлопнулась. Я остался один в тишине гостиной, нарушаемый лишь мерным гудением старого вентилятора. Что-то было не так. Я чувствовал это нутром, всем своим существом. Это ощущение зрело неделями, месяцами, но сегодня оно стало невыносимо острым, как внезапная зубная боль. И я принял решение. Я остался дома. Позвонил своему начальнику Михаилу Петровичу и сказал, что у меня семейные проблемы. Впервые за 10 лет я отпросился с работы без предупреждения. Дом погрузился в тишину. Я на цыпочках поднялся наверх, остановился у двери Мишиной комнаты. Я не хотел будить его, если он действительно спит. Вместо этого я вошел в нашу с Анной спальню. Сам не знаю, что ищу. Что-то подтолкнуло меня к ее прикроватной тумбочке. Я с чувством вины открыл верхний ящик. Никогда прежде я не вторгался в ее личное пространство. Внутри лежал небольшой ежедневник в дорогом кожаном переплете. Первые страницы были заполнены планами, контактами репетиторов, цитатами из книг об успехе и мотивации. Ничего необычного для Анны. Но дальше шли списки. Списки провалов Миши с датами и назначенными мерами. 15 марта, алгебра, контрольная, 4. -1 выходной, плюс 3 часа дополнительных занятий с Вадимом Павловичем. 23 марта. Замечен в разговоре с Макаровым из параллельного класса. Неблагополучная семья во время перемены. Написать реферат на тему влияния окружения на формирование личности на 20 страниц. 2 апреля. Опоздал на 10 минут на занятие. Оставлен без ужина. Полный разбор ошибок с анализом причин. Мое сердце заколотилось, как пойманная птица. Что это за занятие? 3 часа без перерыва. Без ужина. Внезапный шорох заставил меня вздрогнуть. В дверях стоял Миша. «Пап, ты не на работе?» Его голос дрожал. Я быстро спрятал ежедневник. «Нет, сынок, решил остаться, присмотреть за тобой». «Как ты?» «Так же», — пробормотал он. Но я заметил, как его глаза нервно обежали комнату, словно проверяя, одни ли мы. «Миша», — сказал я, и эта идея пришла внезапно как озарение. «А хочешь, съездим куда-нибудь? Позавтракаем вне дома. Тебе нужно проветриться». В его глазах промелькнуло сомнение.
а затем вспышка чего-то похожего на надежду. «А мама не будет ругаться? Не беспокойся об этом. Пойдем, накинь куртку». Через 20 минут мы сидели в маленькой, уютной блинной недалеко от Центрального парка. Миша почти не притрагивался к своим блинам с творогом, но я видел, как напряжение понемногу отпускает его. Здесь, вдали от дома, он выглядел спокойнее. «Помнишь, мы приходили сюда по воскресеньям, когда ты был маленький?» — спросил я, пытаясь завязать непринужденный разговор. Он едва заметно кивнул. «Мне нравились блины в форме зверюшек. Ты всегда просил жирафа». Я улыбнулся воспоминанию. «Миш, ты ведь знаешь, что можешь поговорить со мной о чем угодно. Обо всем на свете». Его взгляд снова упал в тарелку. «Мама говорит, что жаловаться — это удел слабых, что настоящие мужчины принимают последствия своих ошибок молча». «Последствия каких ошибок, сын?» Миша пожал плечами. «Всех. Плохих оценок, того, что я не готов, когда она зовет, того, что забываю формулы, того, что я иногда просто существую». Последние слова ударили меня под дых. Мой сын. Мой единственный сын чувствует, что само его существование — это ошибка. «Это неправда, Миша», — сказал я, и мой голос прозвучал тверже, чем я ожидал. «Твоя жизнь бесценна. Ты удивительный, умный, добрый парень. Мама говорит, что это гордыня. А гордыня — это...» Он не закончил, но я понял. Грех. В ее системе координат это был грех. В моей — основа человеческого достоинства. «А эти занятия с репетитором, что вы делаете?» — спросил я как можно осторожнее. Он мгновенно напрягся, словно я коснулся оголенного нерва. «Я не могу об этом говорить. Это касается только меня, мамы и Вадима Павловича». Он произнес эту фразу так, будто читал по бумажке. Слова, которые в него вбили, как гвозди. «Миша, если кто-то делает тебе больно, даже если это твоя мама, это неправильно. Неважно, по какой причине. Она меня не бьет, пап». Быстро, слишком быстро ответил он, будто боялся, что я подумаю именно это. «Боль не всегда оставляет синяки, сынок. Иногда самые глубокие раны невидимы». Наши взгляды встретились. Впервые за много недель я посмотрел ему прямо в глаза и увидел не пустоту, а бездну. Бездну страха, отчаяния, но где-то на самом дне крошечный, мерцающий огонек надежды. «Ты поверишь мне?» — спросил он почти шепотом. Я накрыл его холодную руку своей. «Всегда, каждому твоему слову». Он глубоко вздохнул, собираясь силами. «Мама считает, она говорит, что во мне сидит ген неудачника, как у дяди Лёши, что я такой же слабовольный и могу пойти по наклонной. Поэтому каждый вечер они с Вадимом Павловичем проводят тренинг личностного роста. Я должен признаваться им во всех своих слабостях за день, даже в тех, которых не было. Я должен часами сидеть над задачами, пока не начну понимать их на каком-то высшем уровне». Его слова срывались, путались, будто он слишком долго держал их взаперти. Иногда мне приходится переписывать одно и то же эссе по 10 раз, пока не добьюсь идеальной формулировки. Если я ошибаюсь, мы начинаем сначала. Однажды Вадим Павлович заставил меня всю ночь стоять у стены, потому что увидел, как я в окно смотрю на ребят, играющих в футбол. Сказал, что это
Визуальный мусор, который засоряет мое сознание и мешает концентрироваться на главной цели. В моей памяти вспыхнул тот самый стон, который я услышал неделю назад. Я проходил мимо Мишиной комнаты, когда оттуда донесся короткий, сдавленный звук полной боли. Почти сразу после этого вышла Анна. На ее лице было выражение странного, жуткого удовлетворения, которое теперь, в свете его рассказа, леденило мне кровь. «Почему ты мне не рассказал раньше?» Мой голос был хриплым. Она сказала, что если я пожалуюсь, значит, я окончательно сломался, что я предам ее, предам свое будущее, что никто не будет уважать человека, который говорит плохо о собственной матери, которая желает ему только добра. Я сжал кулаки под столом, сдерживая ярость, которая поднималась во мне черной, горячей волной. Теперь я все понял. Частые боли в животе, которые были ничем иным, как проявлением стресса. Бессонные ночи, внезапная апатия к биологии, его единственной отдушине, которую, видимо, тоже заклеймили как бесперспективное хобби. Его панический страх совершить ошибку. «Миша, слушай меня внимательно», — сказал я, глядя ему в глаза. «Это больше не повторится. Я тебе обещаю». «Что ты сделаешь?» В его голосе прозвучал страх. Страх не за себя, а за последствия для меня. «Во-первых, ты больше никогда не пройдешь через это. Во-вторых, мы обратимся за помощью. Мама будет в ярости, пап. Ты не знаешь, какая она, когда злится». «Кажется, я начинаю догадываться», — ответил я, вспоминая строки из ее ежедневника. «Но ты в этом больше не один. Слышишь? Никогда больше». На обратном пути домой мой мозг работал с бешеной скоростью. Мне нужен был план. Мне нужны были доказательства, мне нужно было защитить моего мальчика. Впервые за многие годы я чувствовал, что по-настоящему просыпаюсь от долгой, удушающей спячки. Все сигналы были здесь, прямо передо мной. Тотальный контроль Анны, ее одержимость идеальной картинкой, ее холодность. Но я, ослепленный рутиной и доверием, не хотел их видеть. Я не мог себе представить, до какой степени доходит ее воспитание, когда я на работе. Дома было пусто. Анна не должна была вернуться раньше вечера. «Иди к себе, отдохни, сынок. Позже поговорим, что делать дальше». Я смотрел, как он медленно поднимается по лестнице, и чувствовал, как внутри меня рождается стальная решимость. Сегодня вечером, когда Анна захочет забрать Мишу на очередной тренинг, я буду готов. Я не позволю моему сыну страдать ни дня больше под предлогом заботы о его будущем. Часы на стене показывали 2:30. У меня было около 3 часов до ее возвращения. 3 часа, чтобы найти больше доказательств, чтобы продумать разговор, чтобы решить, какими будут мои следующие шаги. Потому что одно я знал точно. Жизнь моей семьи вот-вот изменится навсегда. Я поднялся наверх и остановился у двери его комнаты. Я слышал, как он тихо ходит по комнате, и меня пронзила мысль. Сколько ночей мой сын страдал вот так, в тишине, пока я спокойно спал через стенку. Сколько боли я позволил случиться, просто не замечая ее. Чувство вины навалилось на меня, тяжелое и липкое, но я отогнал его. Сейчас не время для самобичевания. Сейчас время действовать. Мой сын нуждается во мне, сильном и решительном, и я не подведу его. Не в этот раз. Я спустился на кухню и налил себе еще чаю. Руки слегка дрожали.
Я снова достал ежедневник Анны. Доказательства были здесь, написанные ее аккуратным, каллиграфическим, слишком контролируемым почерком. Как и все в ней. Внезапно зазвонил стационарный телефон. Я вздрогнул. Это был Михаил Петрович, мой начальник. «Прости, что беспокою, Сергей. Завтра вернешься?» «Михаил Петрович, мне нужно еще несколько дней. Семейные обстоятельства». После 22 лет безупречной службы он дал мне это время, не задавая лишних вопросов. Но перед тем, как повесить трубку, он вдруг спросил: «Сергей, с Мишей все в порядке?» Я замер. «А почему вы спрашиваете?» «Да жена моя, Нина, его видела на днях. Говорит, совсем парень изменился. Раньше всегда здоровался, улыбался, а сейчас идет, смотрит в землю, будто несет на себе все тяготы мира. Совсем не тот веселый мальчишка, которого мы помним». Его слова стали еще одним подтверждением. Изменения в Мише были заметны не только мне. «Спасибо, что сказали, Петрович. Я как раз пытаюсь понять, что происходит. Если что нужно, ты скажи. Мишка хороший парень». Я повесил трубку. Мне нужно было поговорить с кем-то еще. С кем-то, кто мог бы дать профессиональный совет. Я вспомнил, как Анна упоминала классную руководительницу Елену Викторовну. Она всегда казалась мне неравнодушной и внимательной. Я решил пойти в школу. «Миша, я отлучусь ненадолго», — сказал я, заглянув к нему в комнату. «Ты будешь в порядке один?» Он лежал на кровати, глядя в потолок. «Ты вернешься до мамы?» «Да, я быстро. Закрой дверь на замок и никому не открывай». Я увидел страх в его глазах, но он кивнул. Перед уходом я обнял его, дольше обычного. Я почувствовал его острые лопатки сквозь тонкую футболку. Как я не замечал, что он так похудел. Средняя школа номер 8 находилась в 15 минутах ходьбы. В учительской я попросил позвать Елену Викторовну. Меня провели в небольшой кабинет, стены которого были увешаны детскими рисунками. Я тщетно пытался отыскать среди них Мишины работы. «Сергей Николаевич, здравствуйте!» Неожиданно. Елена Викторовна была молодой женщиной, лет 30, с умными и проницательными глазами. «Простите за вторжение, Елена Викторовна. Я по поводу Миши. Я как раз собиралась звонить вам на этой неделе. Мы очень обеспокоены». Ее тон подтвердил мои худшие опасения. «Что вы заметили?» Михаил был одним из моих лучших учеников. Любознательный, активный, особенно в биологии. Но последние несколько месяцев его будто подменили. Оценки упали. Он почти не участвует в жизни класса. Я видела, как он вздрагивает, когда к нему кто-то быстро подходит сзади. «Вы говорили с ним?» «Пыталась, но он замыкается в себе». Его мама приходила пару недель назад после того, как я отправила отчет о его успеваемости. Анна была здесь и ничего мне не сказала. Учительница посмотрела на меня с некоторой осторожностью. «Простите, что я это говорю, Сергей Николаевич. Но вашу жену, кажется, больше волновали оценки, чем эмоциональное состояние сына». Когда я упомянула, что ему, возможно, пошло бы на пользу общение со школьным психологом, она наотрез отказалась. Сказала, что не нуждается в этих новомодных глупостях и что она сама совсем разберется. Я медленно кивнул. Это было так похоже на Анну. «Елена Викторовна, мне кажется, мой сын подвергается эмоциональному насилию дома со стороны матери». Слова вырвались прежде, чем я успел их обдумать.
К моему удивлению, учительница не выглядела шокированной. Я это подозревала. Есть признаки, которые мы, учителя, со временем учимся распознавать. Что мне делать? Я только сегодня осознал весь масштаб проблемы. Во-первых, знайте, что вы не одни. Наш директор, Ольга Ивановна, имеет опыт в подобных делах. И у нас есть школьный психолог, Полина Андреевна, которая приходит по вторникам и четвергам. Хотите, я ей позвоню? Возможно, она еще не ушла из своего кабинета в районном центре психологической помощи. Через 20 минут я сидел напротив Полины Андреевны в небольшом, но уютном кабинете. Это была женщина средних лет со спокойным, внимательным взглядом, который, казалось, видел тебя насквозь. Сергей Николаевич, Елена Викторовна в общих чертах обрисовала мне ситуацию, но я бы хотела услышать все от вас. И я рассказал. Все. Изменения в Мише, жуткий ежедневник Анны, ее одержимость будущим, тренинги с Вадимом Павловичем, то, что мне открыл сын за завтраком. Пока я говорил, Полина Андреевна делала редкие пометки в блокноте. «То, что вы описываете, — сказала она, когда я закончил, — имеет все признаки тяжелого психологического насилия. Унижение, изоляция, использование чувства вины и страха как инструментов контроля. Ущерб от такого воздействия может быть глубоким и долгосрочным». Ее слова ударили меня как молот. Насколько все серьезно? Судя по тому, что вы рассказали, очень серьезно. Прогрессирующая изоляция, постоянный страх, падение успеваемости, психосоматические симптомы вроде боли в животе и проблем со сном. Михаил демонстрирует явные признаки психологической травмы. Что мне делать? Мой голос сел. Абсолютный приоритет — обеспечить его немедленную безопасность. Он должен быть защищен от любой ситуации, которая может нанести ему еще больший вред. Вы предлагаете нам уйти из дома? Это один из вариантов. Другой — установить с вашей женой очень четкие и жесткие границы. Но какой бы путь вы ни выбрали, Михаил не должен оставаться с ней наедине, пока ситуация не разрешится. Я понял. Ему также понадобится психологическая поддержка. Я могу работать с ним здесь. И вам, Сергей Николаевич, тоже понадобится помощь, чтобы понять, как помочь сыну восстановиться. Я сделаю все, что потребуется. Есть еще одна важная вещь, которую вы должны понять. Восстановление вашего сына не будет быстрым. Такой вид насилия оставляет глубокие шрамы. Потребуется время, терпение и абсолютно безопасная, поддерживающая среда. «Время у меня теперь есть», — сказал я. «А терпению я научусь». Она едва заметно улыбнулась. «И последнее. Документируйте все. Тот ежедневник, который вы нашли, любые сообщения из школы, фотографии, если есть какие-то физические проявления, хоть вы и говорите, что их нет. Все это может стать критически важным, если вам придется прибегнуть к юридическим мерам». Слово «юридическим» заставило меня сглотнуть. Я никогда не думал, что мой брак может закончиться так. Вы думаете, до этого дойдет? Я не могу предсказать. Некоторые люди, столкнувшись с реальностью своих действий, ищут помощи и меняются. Другие ожесточенно отрицают вред, который причинили. Мой совет — будьте готовы к любому сценарию. Я вышел из центра с номером телефона Полины Андреевны и назначенной встречей для Миши на четверг. В кармане куртки у меня лежал буклет о последствиях эмоционального насилия. Я спрятал его поглубже, подальше от глаз Анны. По пути домой я прошел мимо парка, где Миша любил играть, когда был маленьким. Я сел на скамейку и развернул буклет.
Слова прыгали мне в глаза. Манипуляция, контроль, изоляция, обесценивание, газлайтинг. Каждый термин был точным, хирургическим описанием того, что происходило в стенах моего дома. Я вернулся как раз вовремя. Анна должна была прийти через полчаса. Я поднялся наверх проведать Мишу. Он спал, и впервые за долгое время его лицо во сне выглядело умиротворенным. Я не стал его будить. Спрятав ежедневник Анны в ящике с инструментами в гараже, я пошел на кухню и начал готовить ужин, пытаясь создать видимость нормальной жизни. Анна пришла минута в минуту, как всегда. Ее лицо напряглось, когда она увидела меня на кухне. «Ты не на работе?» — спросила она, бросая сумочку на стол. Я взял несколько дней отпуска. Неважно себя чувствовал. А Михаил отдыхает. Кажется, он и правда заболел. Она посмотрела на меня с подозрением. «Нам нужно поговорить, Анна», — сказал я, стараясь, чтобы мой голос звучал нейтрально. «О чем?» «О Мише и о ваших занятиях». Ее лицо неуловимо изменилось, словно на гладкую отполированную поверхность упала тень. Промелькнуло что-то. Гнев, страх, но лишь на долю секунды. Маска безупречности тут же вернулась на место. Об этом нечего говорить. Это личное дело матери и сына. Не тогда, когда это влияет на его здоровье и благополучие. Отрезал я. О чем ты говоришь? Я лишь учу его идти правильным путем. Тем, о чем ты никогда не заботился. Мое самообладание треснуло. Правильный путь — это заставлять его часами решать задачи, лишать ужина за опоздание, говорить ему, что он носит в себе ген неудачника. Ее глаза чуть расширились, а затем сузились в две ледяные щели. Ты говорил с ним. За моей спиной. Он мой сын, Анна. Мне не нужно твое разрешение, чтобы с ним разговаривать. Ты ничего не понимаешь. Ее голос понизился, стал почти шипящим. В Мише есть слабость. Зерно лени и безволия. Я вижу его. Если не вырвать его с корнем сейчас, будет слишком поздно. Холодный озноб пробежал у меня по спине. Убежденность в ее голосе была абсолютной, фанатичной. Она действительно верила в то, что говорит. Она не видела перед собой живого страдающего ребенка. Она видела угрозу, которую нужно было нейтрализовать. В Мише нет никакой слабости. Он обычный подросток, которого доводит до исступления его собственная мать. «Не смей!» Она с силой ударила ладонью по столу. Фарфоровая солонка подпрыгнула. «Все, что я делаю, ради него, чтобы спасти его». «Спасти от чего, Анна? От чего?» «От самого себя. От соблазнов. От того, чтобы закончить, как...» Она осеклась. Я впился в нее взглядом. «Как кто, Аня? Как твой брат Алексей?» Ее лицо исказилось. Это было попадание в самый центр мишени. «Он выбрал путь безделья и слабости», — прошептала она. «И теперь он потерян для всех. Навсегда». Я смутно помнил Алексея, младшего брата Анны. Веселый, талантливый парень, который прекрасно рисовал. Семья почти не упоминала о нем. Насколько я знал, он бросил институт, уехал куда-то на север и перебивался случайными заработками, почти разорвав контакты с родными. «Какое отношение твой брат имеет к нашему сыну?»
Я вижу в нем те же признаки. Та же мечтательность, та же тяга к бесполезному творчеству, то же нежелание подчиняться правилам. Миша, не твой брат Анна. Он подросток, которому нужны любовь и поддержка, а не муштра и клеймо будущего неудачника. «Ты не понимаешь», — повторила она, и я заметил, как ее руки мелко задрожали. «Я не могу позволить ему пойти по тому же пути. Я не потеряю его так же, как потеряла Алексея. Ты теряешь его прямо сейчас, своими собственными методами. Миша боится тебя, Анна, боится. Этого ты хочешь? Чтобы твой сын жил в вечном ужасе перед собственной матерью?» Что-то в моих словах, кажется, пробило ее броню. На мгновение в ее глазах мелькнуло сомнение, растерянность. «Я просто хочу для него лучшего», — произнесла она голосом, который я почти не узнал, голосом маленькой, напуганной девочки. «Лучшее для него — это чтобы все это прекратилось. Прямо сейчас. Никаких ночных занятий, никаких наказаний, никаких унижений. Ты не можешь решать это один. Могу и буду». Мой голос обрел сталь. Как его отец, я обязан его защитить. Ты мне угрожаешь, Сергей? Я говорю тебе, что будет. Сегодня Миша будет спать спокойно, без перерывов на тренинги. А завтра мы начнем искать помощь. Для него и для тебя. Ее лицо снова окаменело. «Я не нуждаюсь в помощи, и я не позволю тебе вмешиваться в воспитание моего сына. Нашего сына, Анна. И то, что ты делаешь, это не воспитание, это насилие. Следи за словами», — прошипела она. «Я уже поговорил с людьми в школе. Елена Викторовна обеспокоена. Школьный психолог Полина Андреевна говорит, что у Миши все признаки тяжелой психологической травмы. Ты вынес ссор из избы? Ты пошел жаловаться чужим людям на нашу семью?» Ее возмущение выглядело абсолютно искренним. «Как ты мог? Потому что кто-то должен был что-то сделать. Потому что наш сын страдает, пока ты строишь из себя идеальную мать». Анна в упор посмотрела на меня, потом схватила свою сумочку и направилась к двери. «Это еще не конец, Сергей. Ты права», — сказал я пустому коридору. «Это только начало». Дверь хлопнула с такой силой, что в серванте звякнула посуда. Я остался один на кухне. Сердце колотилось в горле. Впервые за 15 лет я по-настоящему противостоял ей. И это чувство было странным, пугающим и одновременно освобождающим. Я поднялся наверх. Миша сидел на кровати. Он все слышал. Его глаза были огромными от страха. «Я слышал крики», — прошептал он. «Все хорошо, сынок, мама ушла ненадолго». «Ты рассказал ей про...» «Да, это было необходимо. Она теперь очень злится. Она запуталась, Миша. Она думает, что поступает правильно, но она ошибается». Я присел рядом с ним на край кровати. Я не знал, что говорить. Как объяснить 14-летнему мальчику, что его мать, которая должна быть его главной защитницей, сама нуждается в помощи? «Миш, я сегодня говорил с людьми. Твоя учительница Елена Викторовна очень за тебя переживает. И я познакомился с психологом,
Полиной Андреевной. Она хочет помочь тебе. Психолог, мама говорит, что это шарлатаны, которые промывают мозги. У твоей мамы очень твердые убеждения. Но иногда нам всем нужна помощь людей, у которых есть специальные знания. Полина Андреевна помогла многим ребятам, которые попали в сложные ситуации. Он посмотрел на меня с такой беззащитностью, что у меня сжалось сердце. Ты думаешь, я сумасшедший? Нет, сынок. Я думаю, ты очень настрадался. И ты заслуживаешь того, чтобы снова почувствовать себя хорошо. Доктор поможет тебе понять все, что с тобой произошло, и исцелиться. А что будет с мамой? Мы постараемся найти помощи для нее. Она не захочет? Возможно, не сразу. Но мы попробуем. Она вернется сегодня. В его голосе сквозила паника. Не знаю. Но если вернется, не бойся. Я не дам ей тебя в обиду. Он кивнул, но я видел, что он не до конца верит моим словам. Слишком много лет страха и контроля, чтобы несколько фраз могли его успокоить. У нас встреча с доктором в четверг. До этого времени я буду все время с тобой. Ты не пойдешь на работу? Нет. Я взял отпуск. Ты важнее любой работы. Впервые за бесконечно долгое время на его лице промелькнула слабая, едва заметная улыбка. «Хочешь ужинать?» — спросил я. «Немного. Может быть». Мы вместе спустились на кухню. Пока я делал простые бутерброды с сыром и колбасой, я заметил, как Миша постоянно бросает взгляды на входную дверь, словно ожидая, что она вот-вот распахнется, и на пороге появится Анна. И я с ужасом осознал, в каком постоянном напряжении жил мой ребенок под этой крышей. Ночь опустилась на наш дом, принеся с собой тревожную густую тишину. Анна не вернулась. Я не знал, где она, и, честно говоря, в тот момент меня это не слишком волновало. Моим единственным приоритетом был Миша. «Можно я оставлю ночник включенным?» — спросил он, когда готовился ко сну. «Конечно. И если хочешь, я могу посидеть с тобой, пока ты не заснешь». «Спасибо, пап». Я сел в старое кресло у его кровати. Через некоторое время его дыхание стало ровным и глубоким. Он уснул. Я молча смотрел на его измученное лицо и давал себе безмолвную клятву. Я больше никогда не позволю никому причинить ему боль. Даже его собственной матери. Внизу зазвонил телефон. Я бросился вниз, чтобы звонок не разбудил Мишу. «Алло? Сергей, это мать Анны». Я узнал голос моей тещи Тамары Павловны, женщины властной, которая звонила редко и никогда для приятной беседы. «Тамара Павловна, доброй ночи. Анна сейчас у меня. Говорит, ты наговорил ей ужасных вещей. Обвинил ее во всех смертных грехах. Я не знаю, что именно она вам рассказала, но у меня есть все основания беспокоиться о том, как она обращается с нашим сыном. Ты всегда был слабым отцом, Сергей. Мужчиной, который не понимает важности настоящей дисциплины. Дисциплина — это не пытки, Тамара Павловна. Никто никого не пытал. Анна просто воспитывает сына правильно, так же, как я воспитывала ее и ее брата. И тут в моей голове все встало на свои места. Поведение Анны, ее одержимость, ее панический страх, что Миша повторит судьбу Алексея. Вы делали с ними то же самое? Те же ритуалы? Те же наказания? На другом конце линии повисла напряженная тишина.
«Придержи язык, Сергей. Ты не знаешь, о чем говоришь. Кажется, я как раз отлично знаю, о чем говорю. И я могу заверить вас в одном. Этот круг разорвется здесь и сейчас. Миша не пройдет через то, через что прошли Анна и Алексей. Анна вернется завтра», — холодно произнесла теща. «У тебя есть время до утра, чтобы одуматься. Передайте ей, что мы будем ее ждать. И что правила изменились». Я повесил трубку, не дожидаясь ответа. В голове стучало. Если Анну воспитывали теми же методами, которые она теперь применяет к Мише, то все гораздо сложнее, чем я думал. Она не просто заблуждающаяся мать. Она жертва, ставшая палачом. Я вернулся в комнату сына. Он спал. Его лицо было более спокойным, чем я видел за последние месяцы. Я снова сел в кресло, готовясь к долгой ночи. Завтра, когда вернется Анна, мне понадобятся все мои силы и вся моя ясность ума, потому что эта битва только начинается, и я не отступлю. Не тогда, когда на кону стоит будущее моего сына. На следующее утро мы с Мишей завтракали в гнетущей тишине. Ночь была спокойной, но это была тишина затишья перед бурей. Я знал, что Анна вернется, и мы должны быть к этому готовы. «Пап», — Миша ковырял вилкой яичницу, так и не притронувшись к ней, «мы останемся здесь, когда мама вернется». Вопрос застал меня врасплох, хотя я всю ночь думал именно об этом. Я думал, может, нам поехать на пару дней к дяде Диме? Как ты на это смотришь? Его глаза на мгновение вспыхнули. Дмитрий, мой младший брат, жил в небольшом частном доме в пригороде. Простой, веселый и невероятно добрый мужик. Он всегда прекрасно ладил с Мишей. А дядя Дима знает? Еще нет, но он семья, сынок. Он поможет. Миша кивнул, а потом посмотрел на меня с такой серьезностью, которая не вязалась с его возрастом. «А что потом, пап? Мы же не можем бегать вечно». Его взрослость одновременно восхищала и ранила меня. Ему пришлось слишком быстро повзрослеть под гнетом Анны. Шаг за шагом, сынок. Сначала увести тебя в безопасное место. Потом найти профессиональную помощь, как я и говорил. А потом нам придется решать ситуацию с твоей мамой. Насовсем. Ты разведешься?» Слово повисло в воздухе, тяжелое и окончательное. «Это возможно», — признался я. «Но сейчас главное — это ты, твое спокойствие и твое здоровье». Пока Миша собирал в рюкзак самые необходимые вещи, я позвонил брату. Он молча выслушал мою сбивчивую, сокращенную версию событий. «Приезжайте», — без лишних вопросов сказал он. «Останетесь сколько нужно. Мой дом, ваш дом. Спасибо, Дима. Будем через час. Аня не устроит проблем? Скорее всего, но она не знает, что мы едем к тебе. У нас будет время подумать, что делать дальше». Перед уходом я быстро собрал наши документы. Забрал из гаража тот самый ежедневник Анны, бросил в сумку немного своей одежды, потом я зашел в Мишину комнату. На полке, покрытый тонким слоем пыли, стоял его старый микроскоп. Рядом стопка книг о животном мире. Я бережно упаковал их. Эти маленькие напоминания о том, кем был мой сын до того, как его дух начали систематикали уничтожать. Дом Дмитрия был скромным, но невероятно уютным. Он жил один после развода 5 лет назад. Детей у них с женой не было. И мне всегда казалось, что это его тихая, вечная боль. Он встретил нас крепкими объятиями и искренней улыбкой, которая не сходила с его лица. «Проходите, я сейчас гостевую комнату подготовлю», — сказал он, забирая наши сумки. «Мишка, помнишь, где что?» Миша застенчиво кивнул. Мы не были у Димы почти год. Анна всегда находила предлоги, чтобы избегать этих встреч. Слишком просто, скучно, не нашего круга общения. «Голодные? Могу что-нибудь сварганить». «Мы завтракали, спасибо», — ответил я.
но от чая не откажусь. Пока Дима гремел на кухне чайником, Миша с любопытством осматривал дом. Он остановился у небольшого книжного шкафа, где, я знал, стояло несколько старых советских энциклопедий о науке, которые он так любил в детстве. «Бери любую, племянник», — сказал Дима, заметив его интерес. «Только аккуратно. Это мои старые друзья. Впервые за очень долгое время я увидел, как Миша улыбается без тени страха. Он взял том «Жизнь животных» и устроился на диване, мгновенно погрузившись в чтение. Дима сделал мне знак пройти на кухню. «Он другой, Серег», — сказал он шепотом, разливая чай по чашкам. «Худой, потухший какой-то. Я знаю. Я все проглядел, Дим. Не вини себя, брат. Анька всегда была интенсивной. Но чтобы до такого дошло, никто не мог и подумать. Я тоже. И теперь я не знаю, что делать». Дима сел напротив. «Ты думал о том, чтобы получить полную опеку? Это то, чего я хочу. Но я не знаю, возможно ли это. Анна будет бороться до последнего. У нее больше денег, связей. Она наймет лучших адвокатов. У тебя есть доказательства?» Я показал ему ежедневник. Дима молча листал страницу, и с каждой перевернутой страницей его лицо становилось все мрачнее. Это просто дичь какая-то, Серега. Наказание за неправильно завязанный галстук. Лишение прогулки на неделю, Господи. Какая мать на это способна? Та, которая убеждена, что спасает душу своего ребенка, с горечью ответил я. По ее извращенной логике она его защищает. От чего? От того, чтобы он не пошел по пути ее брата, Алексея. Дима удивленно поднял брови. Лешки? Который в Мурманске где-то? А что с ним? Понятия не имею. Знаю только, что это какая-то семейная травма. И Анна боится, что Миша ее повторит. Дима покачал головой. Что бы там ни было, это не оправдывает такое насилие. В этот момент у него зазвонил мобильный. Он ответил, коротко послушал и протянул телефон мне. Его лицо было встревоженным. «Это тебя, твой начальник». Я взял трубку, недоумевая. «Михаил Петрович?» «Сергей, прости, что беспокою. Твоя жена здесь, на проходной, ищет тебя. Она довольно сильно взволнована». Мое сердце пропустило удар. Что она сказала? Пока ничего. Я сказал, что ты взял отпуск по семейным обстоятельствам. Она требует сказать, где ты и где Миша. Пожалуйста, не говорите ей ничего. Не скажу. Но я подумал, ты должен знать. Она тут упомянула, что пойдет в полицию заявлять о похищении ребенка. Похищении? Это мой сын. Я знаю, потому и звоню. Думаю, тебе стоит проконсультироваться с кем-нибудь из юристов. На всякий случай. Спасибо, Петрович, я ваш должник. Держись, Сергей. И береги парня. Я повесил трубку и пересказал разговор брату. «Думаешь, она и правда пойдет в полицию?» — спросил Дима. «Не знаю. Анна непредсказуема, когда ее загоняют в угол. Тебе нужно позвонить тому психологу, о котором ты говорил, Полине Андреевне. Может, она что-то посоветует». Я нашел ее номер и набрал. К моему облегчению она ответила почти сразу. Я быстро обрисовал ситуацию. Наш побег, угрозы Анны, ее визит на мою работу. «Сергей Николаевич, вы поступили абсолютно правильно». Ее спокойный голос действовал на меня успокаивающе. «Сейчас главное — безопасность Михаила. Угроза заявить в полицию — это классический прием манипулятора. Она пытается вернуть контроль над ситуацией, запугав вас. И что мне делать?
Не поддавайтесь на провокации. Вы его отец и имеете на него такие же права, как и она. Но ваш начальник прав. Вам срочно нужна юридическая консультация, чтобы вы понимали свои права и были готовы к ее следующим шагам. У меня есть контакт проверенного семейного юриста Карпова Игоря Матвеевича. Он специализируется на таких сложных случаях. Она прислала мне номер. И еще одно добавила Полина Андреевна. Сейчас очень важно показать Михаилу, что вы на его стороне, что вы его опора. Поговорите с ним. Объясните, что происходит на доступном ему языке. Скажите, что вы его защитите, чего бы это ни стоило. Я поблагодарил ее и повесил трубку. Чувство растерянности начало сменяться пониманием, что у меня появляется план. Дима, видя мое состояние, положил руку мне на плечо. «Слушай, у меня есть старый приятель, адвокат. Не такой крутой, как столичный, но толковый парень. Давай я ему позвоню. Прямо сейчас». Через полчаса мы уже сидели втроем на кухне. Я, Дима и его друг. Невысокий, плотный мужчина по имени Андрей. Он внимательно выслушал мою историю, просмотрел ежедневник Анны и задал несколько уточняющих вопросов. «Ситуация сложная, но не безнадежная», — сказал он наконец. «Главный козырь вашей жены — это ее респектабельность и, вероятно, финансовые возможности. Она будет давить на то, что вы — простой техник, который внезапно слетел с катушек и похитил ребенка. Но это же ложь. В суде важны не эмоции, а факты и доказательства. Этот ежедневник — хорошее начало, но его можно представить как проявление чрезмерной материнской заботы. Нам нужно что-то более весомое. Что-то, что неопровержимо докажет факт психологического насилия. Миша рассказывал о репетиторе Вадиме Павловиче, вмешался я. Он был соучастником. Может, поговорить с ним? Андрей скептически покачал головой. «Бесполезно. Он будет все отрицать. Более того, он станет ее главным свидетелем, который подтвердит, что вы препятствовали блестящему развитию вашего сына. Нам нужно найти что-то, что они не смогут опровергнуть. Аудио или видеозаписи, переписки, что-нибудь». Я вспомнил слова Миши о том, что Анна иногда записывала их тренинги на диктофон, чтобы анализировать ошибки. Я думаю, я знаю, где искать. В этот момент мой телефон снова зазвонил. Неизвестный номер. Я ответил. «Сергей Николаевич?» — раздался в трубке холодный, властный мужской голос. «Это Вадим Павлович. Я думаю, нам с вами нужно серьезно поговорить. Ваше поведение наносит непоправимый вред будущему вашего сына». Я замер с трубкой в руке. Дима и Андрей смотрели на меня, затаив дыхание. Голос Вадима Павловича был именно таким, каким я его и представлял. Вкрадчивый, с металлическими нотками. Голос человека, привыкшего повелевать и не терпящего возражений. Они перешли в наступление. «Мне не о чем с вами говорить», — ответил я, стараясь, чтобы мой голос звучал ровно. «Ошибаетесь», — в его тоне проскользнула усмешка. «Речь идет о благополучии вашего сына. Анна Сергеевна очень обеспокоена вашим, скажем так, импульсивным поведением. Вы срываете образовательный процесс, который был выстроен с таким трудом». «Образовательный процесс?» — я не выдержал. «Вы называете пытки образовательным процессом?» На том конце провода повисла короткая пауза. «Понимаю, вы расстроены», — продолжил он уже другим, более жестким тоном, «но дилетантские эмоции здесь неуместны. Мы с Анной Сергеевной работаем над тем, чтобы обеспечить Михаилу будущее, о котором вы не можете даже мечтать. А вы своей отцовской жалостью тянете его на дно, к серости и посредственности.
Мы не можем этого допустить. Вы не приблизитесь к моему сыну. Никогда. Я бы не был так категоричен. Его голос сочился ядовитой уверенностью. У нас есть все рычаги, чтобы вернуть Михаила в здоровую, продуктивную среду. Я звоню вам из лучших побуждений, Сергей Николаевич. Одумайтесь. Верните мальчика домой, и мы забудем этот инцидент. В противном случае, боюсь, последствия для вас будут крайне неприятными. И заниматься этим будет уже не Анна Сергеевна, а органы опеки и попечительства. Он повесил трубку. Я опустил руку с телефоном, комната поплыла перед глазами. Они действовали быстро, нагло, давя на все болевые точки. «Что он сказал?» — спросил Дима. Я пересказал разговор. Андрей, адвокат, нахмурился. «Это плохо», — сказал он. «Они формируют линию защиты и нападения. Вадим этот не просто репетитор. Он идеолог. Он будет их главным козырем. Они представят его как выдающегося специалиста, а вас как невежественного тирана, который ломает сыну жизнь из-за собственной зависти и ограниченности». Но это же абсурд. «Добро пожаловать в мир семейного права», — горько усмехнулся Андрей. «Нам нужно действовать на опережение. Сергей, вам нужно вернуться в квартиру сегодня же и найти эти записи. Это наш единственный шанс. Без них в суде слово уважаемого специалиста будет весить больше, чем ваши отцовские чувства». Решение пришло мгновенно. Страх, который ледяными пальцами сжимал мое сердце, отступил перед холодной яростью. «Я поеду», — сказал я, — «прямо сейчас». «Один ты не поедешь», — твердо сказал Дима. «Я с тобой. Это опасно. Что, если они там?» Он сказал, что будут действовать через опеку. Значит, сейчас они у юристов готовят бумаги. Квартира, скорее всего, пуста. Но вдвоем все равно надежнее. Андрей, а ты можешь пока что-нибудь сделать? Подготовить встречный иск, заявление? «Могу», — кивнул Андрей. «Я составлю заявление в полицию о психологическом насилии и привлеку к делу показания школьного психолога. Но без веских доказательств это будет просто битва слов. Все зависит от того, что вы найдете». Мы с Димой ехали по вечернему городу, я вцепился в руль так, что побелели костяшки. В голове прокручивался разговор с Вадимом. Серость и посредственность. Они действительно верили, что спасают Мишу от меня, от нормальной человеческой жизни. Перед тем, как уйти, я заглянул к Мише. Он сидел на диване и читал. Впервые за долгое время он выглядел почти умиротворенным. «Сынок, нам с дядей Димой нужно отлучиться по делам. Ты побудь здесь, хорошо? Мы скоро». Он поднял на меня встревоженные глаза. «Вы к маме?» «Нет, нам нужно забрать кое-какие документы. Все будет хорошо». Он кивнул, но я видел, как в его глазах снова поселился страх. Подъехав к нашему дому, мы припарковались за углом. Окна нашей квартиры на 3-м этаже были темными. «Похоже, никого», — прошептал Дима. «Давай подождем еще минут 10, на всякий случай». Мы сидели в машине в полной тишине. Каждая минута тянулась как час. Наконец я не выдержал. «Пошли». Мы вошли в подъезд и тихо поднялись по лестнице. Я вставил ключ в замок. Дверь поддалась с тихим щелчком. В квартире было темно и тихо, но эта тишина была другой. Не умиротворяющей, а зловещей, полной невидимого присутствия. «Где они могут быть?» — шепотом спросил Дима. «В спальне, в ее шкафу». Она говорила, что у нее есть
специальная коробка для важных материалов. Мы на цыпочках прошли в спальню. Я включил свет от мобильного телефона, боясь зажигать верхний. Все было на своих местах. Идеальный, почти стерильный порядок. Я открыл дверцу ее массивного платяного шкафа. В самом низу, за коробками с обувью, я нащупал то, что искал. Тяжелая деревянная шкатулка, обитая бархатом. Она была заперта на маленький навесной замок. «Черт, замок!» — прошипел я. «Ломать будем? Подожди. Я знаю, где она хранит ключи». Я подошел к ее прикроватной тумбочке, открыл верхний ящик. Среди кремов и флаконов с духами лежала маленькая связка ключей. Третий ключ подошел. Я открыл крышку. Внутри, аккуратно подписанные, лежали несколько аудиокассет. Старомодные кассеты. Анна не доверяла цифровым носителям, считая их ненадежными. Рядом лежал маленький кассетный диктофон. «Нашли», — выдохнул Дима. «Забираем все и уходим». Я быстро сыпал кассеты и диктофон в сумку. И тут мой взгляд упал на что-то еще. На самом дне шкатулки лежал запечатанный конверт. На нем аккуратным почерком Анны было выведено: Михаилу. Вскрыть в случае окончательного неповиновения. Мои пальцы задрожали. Я сунул конверт в карман. Мы уже собирались выходить из комнаты, когда снизу со стороны входной двери донесся тихий щелчок. Звук открываемого замка. Мы замерли. Ледяной пот выступил у меня на лбу. «Кто это может быть?» — прошептал Дима, и его лицо побелело. «Только у меня и у Анны есть ключи», — ответил я, чувствуя, как сердце ухает где-то в желудке. В коридоре послышались медленные, неторопливые шаги. Кто-то вошел в квартиру. Мы оказались в ловушке. Мы с Димой переглянулись. Паника сдавила горло. Бежать было некуда. Шаги приближались к лестнице. Медленно, шаг за шагом, кто-то поднимался на второй этаж. Дверь в спальню медленно, со скрипом, начала открываться. Я задержал дыхание, готовый к худшему. Дверь распахнулась полностью. На пороге стояла Елена Викторовна, Мишина классная руководительница. Ее лицо выражало не меньше шок, чем наши. «Сергей Николаевич», — прошептала она, — «что вы здесь делаете?» Оправившись от первого потрясения, я заметил, что в руках у нее большой конверт. «Мог бы задать вам тот же вопрос, Елена Викторовна. Директор попросила меня завести Михаилу задание, чтобы он не отставал от программы», — объяснила она, показывая конверт. Я звонила, стучала, но никто не открыл. Тогда я воспользовалась запасным ключом. Запасным ключом? Тем, что ваша жена оставила в школе на случай экстренной ситуации. Я смутно припомнил, что Анна говорила что-то об этом. Оставлять ключ в школе — это было так на нее не похоже. Но, видимо, ее мания контроля простиралась и сюда. Она хотела иметь возможность попасть в дом или прислать кого-то, даже когда нас нет. «Миши здесь нет», — сообщил я. «Мы временно у моего брата». Ее взгляд упал на шкатулку и кассеты в моих руках. «Это они? Записи?» — спросила она, и ее голос дрогнул. Мы с Димой переглянулись. «Откуда вы знаете?» Михаил рассказал мне. Несколько недель назад. Он был в отчаянии, искал помощи. С горечью в голосе пояснила она.
Я пыталась связаться с социальными службами, но без конкретных доказательств. Они бы просто провели беседу, и стало бы только хуже. Поэтому я и дала вам контакт Полины Андреевны. Я знала, что нам понадобится профессиональная поддержка. Анна знает, что вы в курсе? Не думаю. Миша умолял меня никому не говорить. Он панически боялся последствий. Дима, который все это время молча наблюдал за нашим разговором, вмешался. «Нам нужно уходить. Если Анна оставила ключ здесь, кто знает, кто еще может заявиться». Я кивнул, быстро убирая кассеты. «Елена Викторовна, вы можете поехать с нами? Я думаю, ваши показания будут для нас бесценны». «Конечно». По дороге к дому Димы Елена Викторовна рассказала больше. Сначала я думала, это обычный подростковый кризис, стресс из-за учебы. Но потом я стала замечать странные вещи. Он вздрагивал от любого прикосновения. Панически боялся ошибиться у доски. Однажды у него зазвонил телефон, и он побледнел так, будто увидел призрака. Это классические признаки жертвы насилия. Когда он рассказал вам о записях? После одного случая на уроке. Мы проходили фотосинтез, совершенно безобидная тема. И вдруг он начал дрожать и попросился выйти. Я нашла его в коридоре. Он шептал какие-то формулы, как молитву. Когда я его успокоила, он рассказал мне часть того, что происходит дома. Образ моего сына, забившегося в угол школьного коридора и бормочущего формулы от страха, ранил меня в самое сердце. Он был убежден, продолжила Елена Викторовна, что любое отвлечение от главной цели — это провал. Он сказал, что его мама и Вадим Павлович научили его, что даже мысли о чем-то, кроме учебы, засоряют мозг и делают его слабым. «Он упоминал что-то конкретное про этого Вадима?» — спросил Дима. «Только то, что он единственный, кто видит его слабости насквозь, и что иногда, когда мамы нет, их занятия проходят по-другому». «Как по-другому?» Он не захотел вдаваться в детали. Просто сказал, что у Вадима Павловича есть особые методы для тяжелых случаев, как у него. У меня по спине пробежал ледяной холодок. Когда мы подъехали к дому Димы, Миша выбежал нам навстречу, бледный от беспокойства. «Папа, я проснулся, а вас нет». Он осекся, увидев Елену Викторовну. «Учительница? Что вы здесь делаете?» «Мы случайно встретились, сынок», — объяснил я. «Елена Викторовна привезла тебе задание, и она очень рада видеть, что с тобой все в порядке». «Вы были дома?» — спросил Миша, его голос задрожал. «Вы нашли?» Я показал ему сумку с кассетами, его лицо потеряло последние краски. «Ты слушал их?» «Еще нет, но мы сделаем это. Вместе, если ты готов». Миша на мгновение засомневался, потом решительно кивнул. «Пора. Пора все это закончить». Дима нашел в кладовке старый кассетный магнитофон. Мы собрались в гостиной. В напряженной тишине я вставил первую попавшуюся кассету и нажал на кнопку «плей». Магнитофон зашипел, и из динамиков полился ровный, почти безэмоциональный голос Анны. Он звучал так, будто она зачитывала протокол. «Сеанс коррекции номер 14. Дата 12 марта. Присутствуют мать Анна Сергеевна Дубровина и ведущий специалист по развитию потенциала Вадим Павлович Орлов. Объект Михаил Сергеевич Дубровин. Цель – устранение деструктивных паттернов мышления и проявлений слабоволия». Затем раздался глубокий бархатный голос Вадима Павловича. «Итак, Михаил, мы здесь, чтобы помочь тебе избавиться от груза, который тянет тебя на дно. От лени, от прокрастинации, от гордыни. Ты должен признать свои грехи перед будущим, чтобы мы могли начать работу». В наступившей паузе послышался тихий, сдавленный всхлип.
Это был голос моего сына. Голос, который я бы узнал из тысячи. Я не знаю, что признавать. Я ничего плохого не сделал. Отрицание — первая стадия саморазрушения, нравоучительно произнес Вадим Павлович. Ты знаешь, что сделал. Помнишь, как ты смотрел на ту девочку в парке? Помнишь нечистые, отвлекающие мысли? Это они, Михаил. Они мешают тебе стать великим. Я просто... Она спросила у меня, который час. Глухой удар. Не сильный, но унизительный, как пощечина. А затем ледяной голос Анны. Не лги. Мы видели. Признайся. Еще всхлипы. Более громкие. Отчаянные. Хорошо. Да, у меня были нечистые мысли. Простите. Что еще? Надавил Вадим Павлович. Мы знаем, что есть еще. Твоя аура загрязнена ложью. Больше ничего, клянусь. Еще один удар, на этот раз сильнее. Звук был таким, будто ударили свернутой в трубку газетой или журналом. Я не выдержал и нажал на стоп. В комнате повисла оглушающая тишина. Никто не мог произнести ни слова. Миша сидел, вжавшись в угол дивана, и смотрел в пол. По его щекам бесшумно катились слезы. Елена Викторовна прикрыла рот рукой, ее глаза были полны ужаса. Дима сжал кулаки так, что хрустнули суставы. Я чувствовал, как внутри меня что-то обрывается. Одно дело слышать пересказ, читать записи в дневнике, и совсем другое — услышать этот унизительный удар и отчаянный, сдавленный плач своего ребенка. Это была не просто запись. Это был документ, свидетельствующий о пытке. Это происходит каждую неделю, едва слышно спросила Елена Викторовна. Миша медленно кивнул, не поднимая головы. Иногда чаще, когда я получаю плохую оценку или просто выгляжу недостаточно усердным. «А когда мамы нет, что происходит?» — спросил я, вспомнив слова учительницы. Миша вздрогнул. Вадим Павлович говорит, что у него есть интенсивная методика для особых случаев. Он замолчал, и я не стал настаивать. Я боялся услышать ответ. Дима встал и прошелся по комнате. «Серега, этого более чем достаточно. Любой суд, любая опека, услышав это, встанет на твою сторону. Этот Вадим, он же просто садист». Я снова посмотрел на кассеты. Сколько еще таких записей было в этой коробке? Сколько часов унижений моего сына? Я взял другую кассету, помеченную более ранней датой. Снова нажал на плей. На этой записи был только голос Вадима Павловича и Миши. Голос Анны отсутствовал. «Повторяй за мной», — говорил Вадим Павлович. Его тон был мягким, почти гипнотическим. «Я — чистый лист. Мое прошлое — это прах. Мои старые увлечения — это мусор, который я выбрасываю из своей жизни. Я чистый лист», — как эхо повторял Миша. Его голос был монотонным, безжизненным.
Мое прошлое — это прах, мои старые увлечения — это мусор. Хорошо, теперь возьми это. На записи послышался шорох, звук рвущейся бумаги. «Что это?» — спросил Миша. «Это твои старые рисунки, твои шедевры, твои амурские тигры. Рви их. Ты должен собственными руками уничтожить то, что тянет тебя назад. Преврати их в ничто. Только так ты освободишь место для настоящего знания». Пауза, а затем отчаянный крик Миши. «Нет, не надо. Пожалуйста. Рви, Михаил». Голос Вадима Павловича стал жестким, как сталь. «Это просто бумага, иллюзии. Твое будущее стоит дороже, чем эти картинки. Рви, я сказал, или я сделаю это сам». Снова звук рвущейся бумаги и тихий подавленный плач. Плач ребенка, у которого на его глазах отнимают последнее, что он любил. Я выключил магнитофон. В комнате стоял запах озона, как после удара молнии. Я посмотрел на Мишу. Он больше не плакал. Он сидел с пряной спиной, и в его глазах, до этого полных страха, горел холодный огонь. «Хватит», — сказал он неожиданно твердым голосом. «Я больше не боюсь. Пусть все это услышат». В этот момент я понял, что мой мальчик, которого они так долго пытались сломать, не сломался. Он просто ждал. Ждал, когда кто-то встанет рядом с ним. Я достал из кармана запечатанный конверт, который нашел в шкатулке. Михаилу. Вскрыть в случае окончательного неповиновения. «Что это?» — спросил Дима. «Письмо от Анны». Я протянул его Мише. Он взял конверт, повертел его в руках, а потом решительно разорвал. Внутри лежал сложенный вдвое лист бумаги, исписанный все тем же безупречным почерком. Миша начал читать вслух, его голос мне дрожал. «Михаил, если ты читаешь это письмо, значит, ты сделал свой выбор. Ты выбрал путь слабости и предательства, путь твоего дяди Алексея. Я ж делала все, что могла, чтобы спасти тебя, но твой внутренний порок оказался сильнее. Знай, что с этого дня для меня ты больше не существуешь. Я не могу позволить себе роскошь иметь сына неудачника. Я вычеркиваю тебя из своей жизни, как вычеркивают ошибку в отчете. Не ищи меня, не звони. Ты — мой главный провал. И я не хочу, чтобы что-то напоминало мне о нем. Прощай. А.С. Дубровина». Когда он закончил, в комнате снова воцарилась тишина. Елена Викторовна беззвучно плакала. Дима смотрел в одну точку, его лицо было каменно-серым. Я ожидал, что Миша расплачется, но он этого не сделал. Он аккуратно сложил письмо, положил его на стол рядом с кассетами и посмотрел прямо на меня. «Теперь все, пап?» — спросил он. Я подошел к нему и крепко обнял. «Да, сынок. Теперь все. Теперь мы будем бороться». Я посмотрел на брата, на потрясенную учительницу. На столе, как на алтаре правосудия, лежали улики. Унизительные аудиозаписи и жестокое, чудовищное в своем холодном расчете письмо. Я еще не знал, сколько судов нам предстоит пройти. Сколько грязи выльет на нас Анна и ее сообщник,
сколько времени понадобится Мише, чтобы залечить свои раны. Но в тот момент я знал одно. Я не один. И я пойду до конца. Звук из динамиков давно смолк, но в наступившей тишине я, кажется, впервые за много лет услышал самого себя. И этот голос говорил, что я все делаю правильно. Я спасаю своего сына. Следующие несколько дней прошли как в тумане. Адвокат Андрей, получив от нас все материалы, немедленно начал действовать. Он подал заявление в полицию, приложив к нему копии записей из дневника Анны и расшифровки аудиокассет. Он связался с Полиной Андреевной и Еленой Викторовной, которые официально подтвердили свои показания. Борьба началась. Анна и Вадим не заставили себя долго ждать. Через 2 дня к дому Дмитрия подъехала машина органов опеки. 2 строгие женщины в сопровождении участкового. Я встретил их на пороге, держа в руках телефон с включенным диктофоном, как научил меня Андрей. «Сергей Николаевич Дубровин? Мы из отдела по делам несовершеннолетних. Поступил сигнал, что вы удерживаете своего сына, препятствуя его общению с матерью и нарушая его право на образование». «Я не удерживаю своего сына», — спокойно ответил я. «Я защищаю его от психологического и физического насилия со стороны его матери, Анны Сергеевны Дубровиной, и ее сообщника, так называемого репетитора, Вадима Павловича Орлова». Женщины переглянулись. Мой уверенный тон, видимо, не соответствовал образу слетевшего с катушек рабочего, который им нарисовали. «У вас есть доказательства?» «Есть, и они уже переданы в соответствующие органы. Вот копия моего заявления». Я протянул им бумагу, заранее подготовленную Андреем. Пока они изучали документ, я продолжил. «Мой сын сейчас находится под наблюдением психолога в связи с тяжелой психологической травмой, нанесенной ему вышеупомянутыми лицами. Любые контакты с ними в данный момент категорически противопоказаны специалистам». Одна из женщин подняла на меня глаза. В них уже не было первоначальной строгости. Было удивление и, кажется, толика сочувствия. «Хорошо, мы разберемся. Мы обязаны поговорить с мальчиком». «Конечно, только, пожалуйста, в присутствии его дяди и, если можно, без давления». Миша держался молодцом. Он спокойно, без слез, рассказал о том, что происходило. Он говорил о страхе, об унижениях, о том, как его заставляли уничтожать то, что он любит. Его ровный, почти взрослый голос производил куда более сильное впечатление, чем если бы он плакал. Когда сотрудники опеки уезжали, их взгляды на меня были уже совсем другими. Мы выиграли первый бой. Нам дали время. Суд по определению места жительства ребенка был назначен через месяц. Этот месяц был самым странным в моей жизни. С одной стороны, я был постоянно на связи с адвокатом, готовился к суду, давал показания. С другой, я заново учился быть отцом. Мы с Мишей много гуляли, ходили в кино. Я купил ему новый большой альбом для рисования и набор профессиональных карандашей. Сначала он просто носил их с собой, не решаясь открыть. А потом, однажды вечером, я застал его на кухне, склонившимся над листом бумаги. Он рисовал. Он рисовал большого, сильного волка, который стоял на вершине скалы и смотрел на восходящее солнце. Постепенно он начал говорить, рассказывать о том, о чем молчал на тех страшных записях. О методиках Вадима, когда тот оставался с ним один. О сеансах глубинного погружения,
когда его запирали в темной комнате и заставляли часами слушать аудиозаписи с голосом Вадима, который твердил о его ничтожестве и необходимости переродиться. О том, как однажды он разбил любимую Мишину чашку, потому что она отвлекала его своей сентиментальной ценностью. Каждый такой рассказ был для меня ударом. Но я слушал, я не перебивал. Я просто был рядом, как советовала Полина Андреевна. Суд был тяжелым. Анна наняла дорогого московского адвоката. Она выглядела безупречно, говорила о своей безграничной любви к сыну и о том, как она пожертвовала всем ради его будущего. Вадим Павлович выступал в роли эксперта, рассказывая о передовых методиках развития личности и о том, как я, человек старой формации, из зависти и косности пытаюсь сломать жизнь гениальному ребенку. Их слова звучали гладко, убедительно. На какой-то момент мне стало страшно. Я видел, как судья, пожилая, уставшая женщина, внимательно их слушает. А потом наш адвокат Андрей попросил включить аудиозаписи. Он выбрал самые чудовищные фрагменты. Звук удара, сдавленный плач Миши, его отчаянный крик «не надо», когда его заставляли рвать свои рисунки, и, наконец, голос Вадима, который заставлял его повторять: «Я мусор». В зале повисла мертвая тишина. Я посмотрел на Анну. Ее безупречная маска дала трещину. Ее губы дрожали. Она смотрела в одну точку, словно не верила, что этот кошмар, который она так тщательно скрывала, стал достоянием общественности. Последним ударом стало письмо. Андрей зачитал его целиком. Когда он произнес последние строки: «Ты мой главный провал. Прощай». Судья сняла очки и устало потерла переносицу. Решение было в нашу пользу. Место жительства Михаила было определено со мной. Анне были разрешены встречи с сыном только в присутствии психолога, после того, как она сама пройдет курс терапии. Когда мы вышли из зала суда, я впервые за много месяцев почувствовал, как с моих плеч упал невидимый груз. Миша крепко сжал мою руку. Мы не вернулись в старую квартиру. Мы продали ее и купили небольшую двушку в тихом районе недалеко от дома Димы. Я уволился со старой работы и нашел место поближе к дому. Наша жизнь начала налаживаться. Медленно. Шаг за шагом. Миша вернулся в школу к Елене Викторовне. Он продолжал заниматься с Полиной Андреевной. Он снова начал улыбаться. Он много рисовал. Вся его комната была увешана рисунками. На ней больше не было волков-одиночек. На ней были пейзажи, портреты друзей, смешные шаржи на меня и дядю Диму. Анна на встречи не приходила. Через полгода Андрей сообщил мне, что она уехала из города. Куда? Никто не знал. Она просто исчезла, как и обещала в своем письме. Вычеркнула нас из своей жизни. Иногда, по ночам, когда я смотрю на спящего сына, я думаю о ней. Я не чувствую ненависти, только горечь и какую-то глухую жалость. Она была сломанным человеком, который, пытаясь исправить свою собственную боль, сломал все вокруг себя. Она была жертвой, ставшей палачом. Я не знаю, что ждет нас впереди. Раны на душе моего сына еще долго будут заживать. Возможно, они никогда не исчезнут полностью. Но я знаю одно.
Теперь я рядом. Я слышу его. Я вижу его. И я никогда больше не позволю тишине в нашем доме стать громче, чем голос любви. Я смотрю на его последний рисунок, который висит над его столом. На нем изображены два человека, отец и сын. Они стоят на вершине горы, обнявшись, и смотрят на огромное, яркое солнце. И я понимаю, что это не просто рисунок. Это наше будущее. Прошло 2 года. Иногда мне кажется, что это была целая вечность, а иногда, что все случилось только вчера. Жизнь не превратилась в сказку. Она стала просто жизнью. Нормальной, человеческой, с ее маленькими радостями и неизбежными трудностями. Мы так и не получили вестей от Анны. После суда она будто испарилась. Адвокат говорил, что, по слухам, она уехала за границу к каким-то дальним родственникам. Сменила фамилию. Начала новую жизнь, в которой, как я надеялся, не было места для новых жертв. Я больше не искал ее, не ждал. Я отпустил свою боль, свою вину, свою ярость. Она осталась в прошлом, как призрак из другой, чужой жизни. Мы с Мишей научились жить вдвоем. Первое время было непросто. Травма, нанесенная ему, не исчезла по щелчку пальцев. По ночам его все еще мучили кошмары. Он мог проснуться в холодном поту, потому что ему приснился голос Вадима или ледяной взгляд матери. Он панически боялся совершить ошибку, любую, разбить чашку, неправильно решить задачу, опоздать на автобус. Каждый такой промах вызывал у него приступ тихой паники. Он замыкался в себе, ожидая наказания, которого уже никогда не последует. Полина Андреевна, его психолог, стала для нашей маленькой семьи настоящим ангелом-хранителем. Она научила меня главному — терпению. Она объяснила, что мозг ребенка, долгое время жившего в режиме «бей или беги», не может мгновенно переключиться на мирную жизнь. Ему нужно время, чтобы поверить в безопасность, поверить, что любовь не нужно заслуживать. Я научился не говорить «все в порядке», когда он был в отчаянии. Я научился просто садиться рядом и говорить: «Я здесь. Я с тобой. Ты можешь злиться. Ты можешь плакать. Я никуда не уйду». Постепенно, очень медленно, лед начал таять. Первым настоящим прорывом стал день, когда он принес из школы 3 по химии. Я увидел его на пороге, бледного, со сжатыми губами. Он молча протянул мне дневник, и я увидел в его глазах весь тот ужас, который он испытывал годами. Он ждал крика, наказания, лишения чего-то важного. Я посмотрел на оценку, потом на него и сказал: «Ну, 3 так 3, бывает. Химия — сложный предмет. Главное, что ты старался. Хочешь, вечером вместе разберем тему, которая не получилась? А сейчас иди мой руки, будем ужинать, я твою любимую картошку с грибами приготовил». Он смотрел на меня несколько секунд, не веря своим ушам. А потом из его глаз хлынули слезы. Это были не слезы страха, это были слезы облегчения. В тот вечер он плакал у меня на плече, наверное, целый час. Выплакивал всю ту боль, которую так долго носил в себе. И я понял, что мы на правильном пути. Его увлечение рисованием превратилось в настоящую страсть. Он поступил в художественную школу.
Его учитель, пожилой седовласый художник, говорил, что у Миши настоящий дар. Не просто техника, а умение видеть душу вещей. Его комната превратилась в настоящую мастерскую. Запах краски из скипидара стал главным запахом нашего дома. И это был запах счастья. Дядя Дима стал для него вторым отцом. Он научил Мишу рыбачить, разжигать костер, чинить велосипед. Он учил его простым мужским вещам, которых я, вечно занятый на работе, ему не додал. Глядя на них, я понимал, что семья — это не всегда кровь. Иногда это просто люди, которые любят тебя без всяких условий. Елена Викторовна тоже не исчезла из нашей жизни. Она стала нашим большим другом. Иногда она заходила к нам на чай, приносила Мише интересные книги. Она следила за его успехами в школе, но не как надзиратель, а как человек, искренне верящий в него. Конечно, шрамы остались. Миша до сих пор с трудом выстраивает близкие отношения со сверстниками. Он недоверчив, ему трудно открыться. Он все еще боится сильных, властных женщин. Полина Андреевна говорит, что это долгий путь. И, возможно, ему понадобится помощь психолога и во взрослой жизни. Но теперь он знает, что просить о помощи — это не слабость, а сила. Что до меня, то я тоже изменился. Я перестал быть просто наблюдателем своей собственной жизни. Я научился видеть, слышать и чувствовать. Я понял, что нет ничего важнее, чем душевное спокойствие твоего ребенка. Важнее любой карьеры, любого общественного мнения, любого блестящего будущего. Иногда я думаю о том, что было бы, если бы я в то утро не остался дома, если бы не нашел тот страшный ежедневник, если бы не услышал тот стон за дверью. Эта мысль до сих пор холодит мне кровь. Я был в одном шаге от того, чтобы потерять сына навсегда. Не физически, а морально. Они бы сломали его, превратили в удобного, послушного робота или довели бы до последней черты. Сейчас Мише 16. Он высокий, немного нескладный парень с умными серьезными глазами. Он готовится к поступлению в художественное училище. Он мечтает стать иллюстратором книг. Он все еще любит смотреть на амурских тигров, но теперь на своих собственных картинах. Вчера вечером я зашел к нему в комнату. Он сидел за столом и рисовал. Я тихонько сел в кресло, просто чтобы побыть рядом. Он оторвался от рисунка, посмотрел на меня и вдруг сказал: «Пап, спасибо». «За что, сынок?» «За то, что ты тогда меня услышал». В этих простых словах было все. Вся наша боль, вся наша борьба и вся наша победа. Я подошел и обнял его, моего взрослого, сильного, талантливого сына, моего мальчика, которого я чуть не потерял и которого я вернул себе. Я знаю, что в мире много таких закрытых комнат, за дверями которых ломаются детские души. Много таких тихих, послушных мальчиков и девочек, которые боятся попросить о помощи. И если моя история поможет хоть одному отцу или одной матери остановиться, прислушаться и услышать не то, что они хотят, а то, что происходит на самом деле, значит, все это было не зря.